Ассаламу алейкум, камрады. Новое поле после кукурузы сразу до пахоты, до той пахоты. На следующей неделе должна быть пахота. Вот, заскочил я сюда. Так, мой друг видел сон где-то возле церкви. Я нашел клад с золотишком был. А вон она, церковь. Так, скорее всего, вот в этом районе где-то и клад есть. Так что, братан, клад, ты имеешь процент свой с клада, если тут он будет. Вот. А мы что делаем? Мы будем продолжать. Кстати, тут у меня находка же была. Такой Наполеончик. Чистейший, чистоганом выпал такой. Да. Аж жалко тереть его. О-ла-ла-ла-ла. Красота. Не очень такое состояние, но патина, как мы видим, в отличном сохранении. 1863 года. Наполеончик. Вот такие дела. Я так 15 как зашел на поле, просто пробиваю, ходил так, пробивал, и вот первая монетка. Вот такие дела. Так что сезон охоты осенний начался. Продолжаем. Думал, у меня снова монетка мне выпала, но это не монета. Я сейчас чистил ее, смотрел. Так, отправить или отправлено? Депозе. Отправлено, по-моему, депозе отправлено. Не знаю, что такое. Вот такая ерунда. Интересная. Может, это коровин на ухо? Драг 33 депозе. Ну, не знаю. Не знаю. Окей, камрады, продолжаем. Ищем. Иди, патина какая. Сейчас я ее потер, правда, она сошла. Так что не надо ее тереть. Ехали. Друзья, новая находка. Вот такое вот колечко. Бронзовое. Не золото, не серебро, я думаю, просто бронза. Никаких надписей, ничего не вижу. И что-то патина у меня сошла сразу же. Я протер ее, она раз. Даже это серебряное колечко. Вон. Серебро виднеется, белое. Ее почистить и оп. Серебро. Вроде мужское колечко. Вот такие дела. Вуаля. А Наполеон я отдал хозяину. У меня еще есть планы на него. Вот я отдал. Окей, продолжаю. Расскажу, как было с этим колечком. Вот здесь вот у меня сейчас безрукавка висела. Я ее оставил и шел уже вот посередине, вон там где-то был. К машине я шел. Потом думаю, дай-ка я возьму эту безрукавку. Вернулся обратно, взял ее, раз провел вот здесь, и колечко сразу выпало. Значит, к чему-то это же было, да? Совпадений в этом деле не бывает. Направляет тебя сила такая к твоему, тому, что ты должен найти, тому, что тебе уже предначертано. Я так думаю. Так что наше от нас не уйдет, как говорится. А что не наше, нам и не достанется. Ищем далее. У нас находка. Часики выпали. Часики с серебром. Электронные. Нет? Вроде не знаю. Вроде да, вроде нет.
Сейчас мы включим. Ну-ка. Ну-ка. Работает, нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, что стесняться? Давай, включайся. Давай, давай, давай. Не врубаются. Часики. Часики не врубаются. Есть у меня один француз знакомый, который собирает эти часики. Я ему уже 2 пары подарил. Если увижу, эти подарю. Вот такие часики. Окей. Так, как называется? Тизен. Погнали. Продолжение нашего фестиваля по доставанию чужих денег, потеряшек. Вот она, монеточка. Так, это у меня тоже Наполеон. Как я вижу, тереть не будем. Он тут на поверхности лежал. Вот. Но это я вижу Наполеон. Скорее всего. Окей. Так, вчера у меня батарея села. Это уже сегодня, следующий день. Нашел я электронные часики. Потом я нашел еще одни часики, вроде золотые. Приеду домой, покажу видео, ставлю. Вот. Ну, такие дела. Поле дает результат. Что потом? Наполеон, то, что я находил, его я отдал хозяину поля. Подарил я ему. Не хотел брать, говорит, оставь, не надо мне. Я говорю, ну на, возьми. Это твое поле. Может, история вот будет. Поставишь там. Выставку сделаешь. Монетки. Вот так. Окей, поехали. Так, вот она ямочка. А вот она монеточка. И всечка. Так, смотрим. Что за состояние? Состояние вообще, короче, не встать, не сесть. Потому что его нету. Осталась только патина. Красивая. А самой монетки нету. Рельеф полностью исчез. Вот. Вуаля. Но монеты здесь водятся. Это главное. Поехали далее искать наши монетки. Мужик хороший мне попался. Вот хозяин этого поля. У него сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5 полей здесь. Вот, буду делать. Пока он не засеет. Он должен засеять это поле. Через неделю засеять, сказал. Сейчас он вот этим культиватором или дисками прошелся. Вот эти сорняки чуть-чуть подровнял. Ну, мне польза от этого. Копать легче. Че, смотрим далее. Зрители канала, снова находка у меня интересная. Вот. Это как это на русском называется? Застежка, что ли. Вот бывали же римские вот плащи у легионеров. Они накидывали плащ на плечи. И вот эта вот застежка, которая на шее у них. То есть этот плащ крепился вот каким-то образом. Вот эта штучка-то от этого. Такая застежка была. Скорее всего, здесь еще что-то должно было быть. Или она так вот всаживалась сюда, не знаю. Но штучка та самая. И я сейчас точно не скажу, это была солдатская или для офицеров. Скорее всего, это для офицеров. А у солдат вроде что-то другое было. Но это... А может, солдатская. У офицеров, скорее всего, я находил офицерские тоже, но там больше таких узоров, как бы брошка выходит у офицеров, а солдатская вот такая простая, скорее всего. Вот
Вот такая застежка, короче. Поехали. Так, у меня новый сигнал. Тут что-то виднеется. Даже не скажу, что это монетка. Сейчас будем смотреть, что это у нас. Вроде простая железка. Вроде железка. Такое дело тоже бывает в нашем деле. В нашем деле такое дело тоже бывает. А я-то думал что-то. Но это ничто по сравнению с тем, что мы должны найти здесь. Остаемся на канале. А у меня, угадайте, что? Вот она. Вот она. Она вот она. Она вот где. Сейчас глянем, что это. Это пуговка. Это пуговка. А я-то так распоясался, думал, вот, счастье мне привалило. Наконец-то. А пуговка. Ну что, берем пуговку, тоже пригодится в хозяйстве. Да, уже надо крышу доделывать. Продам, крышу доделаю. Поехали. Ходил я, бродил жестко, вплоть до конца ряда, до домов вот дошел. И вот она выпала. Монетка 2 франка. Это 40... Какой год? Это алюминиевая монетка. Алюминий. И к тому же убитая. Год должен был быть обозначен здесь внизу. А пока вот эта земля здесь, мы ее не видим. Ну, это где-то 43-44 год. Период оккупации, я думаю. Вот. Вот такие дела. Еще одна монетка в нашу коллекцию попалась. Поехали. Хотелось бы, конечно, вот если кто смотрит действительно видео, чтобы вы задавали вопросы, было бы легче потом рассказывать, как бы поинтереснее сделать канал, видео для вас. Я бы рассказал, что я знаю, закоп в Европе, да за монеты тоже, где, что, как. Но вот этих вопросов, кстати, я не вижу. Вижу только такие комментарии: легально, нелегально, ходить можно, не можно. Ну, а больше интереса нет у людей. Интерес-то есть. Вот. А вижу, что с России, кто уже, они как копатели проявляют интерес. Ну, интерес такой взаимно дружеский по каналам. А вот чисто кто только интересуется чем-то интересным, именно вот монетами, такие вопросы не задают. Что делает вот видео скучным? Вот пришел, достал, показал. Ну, не знаю. Если бы были вопросы, то можно было бы, конечно, более так ярко подготовиться к нему, к видео. Ну что, пока есть то, что есть, продолжаем. У меня находка. И находка не простая, а серебряная. Я так думаю. Хотя была серебряная, но рельеф тоже сошел. Вижу 50 сантимов написано, но она убитая монетка. Рельеф сошел полностью, но серебро.
К сожалению, она убитая. Так, тут год написан. 1867 год. 1867 год. Скорее всего, тоже серебряный Наполеончик. 50 сантимов. Поехали. Что-то у меня на этом поле находки все убитые. Не то, что как было на последнем поле, где я делал. Тут все они убитые, мертвые. Снова монетка, и она убитая. Снова убитая. Это уже нехорошо. Это не есть good. Но это есть. Так что смотрим еще, может, что будет. Так, очередная находка спустя час после последней, что я вам показывал. Вот. Приблизился я более-менее к селению. И, ну, короче, я не так, как на обычных полях делаю сейчас. Я просто хожу по полю, а не пробиваю сантиметр за сантиметром, потому что времени нету, поэтому приходится обрабатывать. Так, это у нас 5 сантимов наполеоновских, как будто мне его не хватало. Вот он. Вот он, орел. Но главное, что-то есть. Хотелось бы побольше серебра или золота, но нету. Пока что даже золотой монеты я не нашел. Уже за все время своих поисков. Только серебро, бронза, медь. Вот. И наше поле. Оно огромное, большое. Поехал я далее искать. Да, на сегодня коп у меня завершается. Находки не ахти, скажу сразу. Вот. Но они есть. По мелочи так. Серебро, монетка выпала. Это убитая. Вот монеток. Сколько здесь? 3, 4, 5 монеток. И все. И все. Больше ничего. Ну что, на этом все вроде. Завершаем видео. И до новых, так сказать, находок.